Ну что ж, дамы и господа, привет, что и требовалось доказать. Вообще истерика не то, что не закончилась, она еще и усилилась. Я вот хотел бы, как всегда мне свойственно, слава богу, как учили меня мои старшие, мои родители, ответить спокойно, добром на вот этот кошмар. Друзья, ну, раз уж вы не перестали истерить и биться головой практически, не знаю, обо что угодно, лишь бы вот это вот прокричать на весь мир. Во-первых, что вы потеряли у меня на странице, она закрытая, как вы туда вообще пролазите, мне непонятно. Давайте чуть разберем историю. Мы вот даже учились, даже с религиозной точки зрения, Богом избранными вы себя делаете откровенно, ну, где древнейшие, это картвелы. Я никогда такого не говорю, но раз вы откровенно просто порицаете и уничтожаете, обесцениваете, наступаете откровенно, абсолютно невежественно на народ с древнейшей историей, абхазский народ, мой родной народ, мой во многих поколениях. Горжусь этим, горжусь и счастлив. Самая большая гордость, еще раз повторяюсь, что есть в моей жизни, за что я благодарен Господу и Вселенной, это где я родился, кем я родился, в какой семье, среди какого народа и что я из всего этого получил. Продолжаю. Богом избранный народ звучит часто, типа, ну, Израиль, почему, типа, простите, братья православные, но здесь для меня, как для православного, все-таки вера, тоже не нападайте, прошу вас, религиозные люди, на вас, на меня это не обязательно это делать. Для меня это немножко там достаточно тонкая грань. Я не считаю, что есть народ Богом избранный, это все-таки немного за уши притянутая история. Господь не мог априори, согласно его учению, мы учились в духовных заведениях, есть какие-то у нас знания. Я лично учился не один год, там, не знаю, не стал я профессором, но как-никак есть какие-то маломальские знания. И это все противоречит вообще Евангелию, хоть ветхозаветному или новозаветному. Не может Господь избирать. Мама не может любить одного сына или дочь больше, чем там, второго или третьего. Это ненормальная мама, так же папа. Так не бывает, ребята. Любовь между родителями, так же и как между создателями и нами, она безусловна, она беспричинна, она есмь, и она породила все живое, все прекрасное, и она до сих пор, как бы мы ни пытались это исказить, править миром. Любовь именно править миром. Картвелы, ну вот я не знаю, в древней истории нет картвелов. Если вы поднимете историю, не абхазами придумано, слава богу, а то вы сейчас вообще разорвались бы. Где в первом веке, здесь пишут путешественники, это все в церковных реестрах есть, православные, не в абхазской, которую вы не признаете. Вы даже церковь дискриминируете. Что первые христолюбивые абазги крестились Симоном Канонитом на реке Псырцха в Новом Афоне. Это вам о чем-то говорит? Это записано, четко зафиксировано. Такой первый век, ребята, 2000 лет назад. Картвелы, ну, мне Картлия вообще, это тоже, давайте не будем углубляться, мы тоже что-то читали и знаем. Я вам даже так скажу, а кто виноват в том, что вы истерите, и вы не, ну, вот как бы, вот мы же понимаем, почему это происходит. Вы 70 лет, 75 почти лет давили на этнических абхазов и породили в нашем лице очень мощного нигилиста, который устроил вам то, что вам устроил. И не по его вине, а вы как немцы маршем 22 июня, как в песне поется, маршем заехали в Абхазию самолетами, вертолетами, танками. Я сам 13 месяцев войны жил при фронтовом штабе. Пока мой отец и мои родители там участвовали в этой войне. Я знаю, я мальчик войны, я полковой сын, я знаю, как это все было и как это все могло быть. Это одно. Второе, вот даже возьмем, есть великолепное произведение «У стен Анакапии». Это про то, как реально исторически, там масса исторических ссылок по всему миру, просто всем мировым источникам. Это не за уши притянутые, из пальца высосанные какие-то романы или истории, как это делают картвелские сегодня и вчера из 90-х ученые. «У стен Анакапии» написал Серго Петрозашвили. Никакой он не Серго Петрозашвили. Мы лично, его сестра здесь живет в Сухуми, прекрасная женщина, он уже покойный. Он Петрозанян. Просто когда он великолепную свою рукопись принес, ему в издательстве сказали, если у тебя будет грузинская фамилия, он был абхазец, ну, жил в Абхазии, был армянином, нашим сухумчанином. Ему поставили жесткую задачу сменить фамилию, и только так мы тебя публикуем. Он на это пошел. Вот как один из вариантов.
Наших отцов заставляли менять паспорта и графа, где абхаз написано, наверное, грузин, для того, чтобы они продвинулись на какой-то службе. Ну, то есть это было повсеместно, и случилось то, что случилось. Вы даже в религии считаете же, что вы Богом избраны и больше верующие, чем мы, и мы, типа, вообще не существуем. Кто такие абсуйцы? Один историк, у вас еще есть живые, адекватные в себе пока историки, те еще настоящие, не трофейные, не придуманные. Пожалуйста, выйдите в эфире, расскажите, кто такие абсуйцы. Слушайте, у нас по нескольку образований, отпаханных руками и ногами, мы не знаем, кто такие абсуйцы. Что такое вообще абсуец? Ну, это какая-то хрень. Вы даже с точки зрения религии бьетесь буквально головой об алтарь, когда там молитесь, или об паперть бьетесь вот в кровь. Вы думаете, от этого Богом больше будете услышаны или приглажены? Нет, ребята, это так не работает. Я еще раз повторяюсь, не надо истерить и нападать на меня. Если у меня есть друзья, товарищи, с кем я работаю, с кем я дружу, с кем я общаюсь, это ребята, ваши ребята, которые, в первую очередь, люди, они Бога люди. Слушайте, Господь, создавая нас, не сказал, меняйтесь, разделяйтесь, дискриминируйте, не любите, ненавидьте. Он сказал просто, будьте, любите и созидайте, все для вас, и животное кротко служит, и природа, и все остальное. Немножечко откройте свои глаза и почитайте не то, что ваши соседи написали за деньги, за доллары неправительственных организаций Госдепа за последние 33 года. Вы не можете успокоиться, у вас, я даже в одинаковой одежде, господа картвелы, чтобы у вас не было лишнего там шока, потому что вы к переменам очень не готовы. Да 33 года прошло, как с той перемены, как вы чухнули из-за своих же ошибок, из-за своих же поступков дьявольских, и вы никак не можете от этого шока оправиться. И плюс еще хотел бы в финале добавить, что, знаете, здесь вот я просто говорю вам, отвечаю на ваш вопрос. Мы не ненавидим вас. Кого-то ненавидеть — это тратить на него какую-то часть своей энергии жизненной, которую Боженька дал для того, чтобы прожить и пройти по этому пути в этом мире. Мы вас не ненавидим. Это никто об этом не говорит. Ну, в массах даже. Мы не ненавидим картвелов. Самое страшное, что мы просто вас отпустили, мы вычеркнули, вас нет, вы в суе, вы в пустоте. И что вы там вякаете, сидите, несете там ваши политики иногда. Мы аннексированы. Что за аннексия? У вас не было территорий своих. Вы арендовали земли у персов, и когда персидского принца обезглавили, давайте уже признайтесь, вы просто пришли, прихватизировали, как бандиты из 90-х. Хорош мне писать. Остановитесь. Сперва на себя в зеркало посмотрите, а потом попытайтесь поплеваться на народ, которым как минимум 2000-3000 лет уже и хотя бы история есть. В Каир съездите, в Месопотамию съездите, в Ватикан съездите, библиотеки там не все закрыты, там есть свитки. Мы ездили, наши друзья писали, работали. Успокойтесь, вас для нас не существует, вообще вас нет. Мы дома, вы дома. Была такая шутка в КВН, в высшей лиге. Грузины, я так шутил, живут в Грузии, за что им огромное человеческое спасибо. А то вы со своим чомгурами, со своим там пундурами, со своими песнями во все монастыри мира ходите и пытаетесь объяснить, как правильно жить. То есть до вас ни один народ не жил нормально. Поражаюсь просто. Удачи вам.